Следующий наш спикер с самого раннего детства очень любит спорт. Причем с детства он любил футбол. Однако же поступал в МГУ на биологический факультет, но затем забрал документы и поступил в институт физкультуры. У него была еще и тяга к журналистике, и, возможно, он бы стал очень хорошим корреспондентом. Но он мечтал о покорении мира российскими теннисистами. Именно он, преодолев все преграды и непонимания, доказал всему миру, что нашим спортсменам по силе возглавить мировую десятку теннисистов. И, конечно, вы поняли, о ком я говорю. Я говорю о президенте Федерации тенниса России Шамиле Анвяровиче Даркишеве. СССР и России. Родился в Москве. В 25 лет стал старшим тренером сборной нашей страны. В 2002 году его ученики принесли России первую победу в Кубке Дэвиса. Лозунг Шамиля Даркишева: «Мы обречены на успех». Шамиль Анвярович, вам слово. Да, очень волнительно. И для меня огромная честь находиться вместе с вами среди таких великих людей. Спасибо уважаемому Рустаму Ильичу. Восхищаюсь вами, всегда боготворю и равняюсь на вас. И, дорогие друзья, конечно, тяжело сказать что-то новое, но мы, раз начали с судеб, конечно, для меня почетно, что я здесь нахожусь, и моя жизнь была нелегкой, но достаточно интересной, потому что в жизни проходило все помимо моей воли. Я всегда попадал туда, куда не хотел. И, конечно, в какой бы сфере ни лежал наш общий профессиональный интерес, какими бы талантами вы не обладали, только преданность на грани фанатизма к своему делу и бесконечное трудолюбие приносит успех. Но мои родители родились в татарской деревне Татьюник, это Мордовская ССР. Я часто каждый год там бываю. И это, наверное, придает земля родная энергии, благодаря чему все-таки идет и созидание. Теннис вошел в мою жизнь случайно абсолютно, как я уже вначале сказал. Потому что я начинал играть вначале русский хоккей, потом футбол, получил надрыв связок, пришел домой. Мама запретила мне играть в футбол. Я пошел в теннис, потому что в конце тренировки играли там в футбол. И так я остался в теннис. Потом, ну, естественно, что теннис был не олимпийским видом в те времена, сложный вид спорта, не имеющий финансирования, но так случилась жизнь, когда меня часто спрашивают, а как вам удалось в 43 года быть старшим тренером сборной? Я всегда говорю, потому что теннис никому не был нужен, поэтому... Но действительно, 25 лет мне предложили быть старшим тренером сборной, и это сделал отец Дмитрий Иванович Прохоров, он тогда отец Прохорова. Он был начальником управления международных спортивных игр. Дважды я отказывался, третий раз он меня зазывает, говорит, я тебе предлагаю пост старшего тренера. Я говорю, ну мне 25 лет, я хочу играть, у меня с 1 января по 1 августа не было ни одного поражения. Он говорит, а кто тебе даст играть? Это такой тоже случай, что я стал старшим тренером 25 лет, и вся сборная была в то время старше меня. Дальше больше, потому что наступили времена достаточно сложные, развал Союза, я стал советником Бориса Николаевича Ельцина по спорту, тоже дважды отказывался с третьего раза. На даче мы играли в бильярд, приходит офицер, вручает мне указ о назначении советника, отказываться уже бесполезно. Борис Николаевич у меня отбирает указ, я говорю, нет, оригинал должен остаться у меня, он у меня остался.
И я единственное, что сумел сказать, только Борис Николаевич при одном условии, что доступ к телу имею всегда. Ну, потому что ясно было, что сложные времена были, сложно было решать. В общем, наступили времена по спорту, когда при развале Союза спорт разбросом, и Борис Николаевич мне поручил заниматься двумя Олимпийскими играми. Это 92 года и 74. И обе мы выиграли. Но еще под флагом, белым флагом Олимпийских игр. И в 94 году в Лиллехаммере выиграли 11 золотых медалей. Но если можно, расскажу, как это было, если интересно. Потому что речь будет чуть-чуть побольше, но действительно интересно. Значит, перед двумя последними днями было у нас 11 золотых медалей, у норвежцев 10. Мы с Олегом Николаевичем Сосковцом сидели у телевизора, он отвечал за спорт, я в гипсе был, ахилл порвал. И 50 километров норвежская дистанция, и выиграет ее Смирнов из Казахстана, а второй, третий, четвертый, пятый норвежец. И у них остался один шанс выиграть 11 золото, а по экспериментам они имели больше, значит, если равное количество золотых медалей, победитель командный определяется по переводу. Ну вот, и скоростной спуск. Всю ночь норвежцы поливали водой гору. Потом снегом поперерастали. Почему? Потому что законодатель в скоростном спуске был Тумба, итальянец второй был норвежец, и они делали, но Тумба был тяжелый, и делали трассу под своего. В общем, мы сидим у телевизора, Тумба скатился, третий результат, стартует норвежец и падает 6,35 метров. И так мы стали победителями в командных соревнований Лиллехаммера. Дальше Самаранч, Хуан Антонио Самаранч. Мне удалось трижды сделать встречу с Ельцином по олимпийским делам. И перед заслугами, перед МОКом Самаранч дает мне свою квоту члена МОК в 1994 году до 2028 года. Я ему рассказываю. Я говорю, можно, Хуан Антонио, я расскажу вам анекдот. Ну, говорит, давай. Я говорю, 90-летнего старика одного приговорили к 25 годам тюрьмы. Когда ему дали последнее слово, он встал и сказал: спасибо за доверие. Дальше, конечно, опять я вернулся в теннис, и Федерация тенниса России за десятилетие с 2001 до 2010 года стала сильнейшей в мире. И в Международной Федерации тенниса 211 стран, и за десятилетие быть сильнейшей в мире, это, конечно, почетно и хорошо. За это время было выиграно 36 чемпионатов мира в одиночном разряде, 6 кубков, 4 у женщин и 2 у мужчин. И касаемо Олимпийских игр, теннис снова стал, теннис был до 24-го олимпийского движения, и потом после 8-го. После 8-го года мы за всю историю Олимпиады по золотым медалям вторые после Соединенных Штатов Америки. Это тоже хороший результат. И, конечно, если говорить о том, что на сегодня я попадаю по 7 параметрам в книгу рекорда Гиннесса, но я их не оформляю, потому что я еще действующий, слава богу. И когда говорят, о каких качествах нужно обладать, но для меня важно было это терпение, потому что это дает способность всегда оставаться выше драки. И понимание, что в спорте все-таки главный спортсмен, а все остальное это обслуживание персонала. Поэтому при меня прошло 12 поколений теннисистов, но теннис эгоцентричный вид спорта, много сильных личностей, сильных. Если удалось
избежать без видеоскандалов за все это время, за 43 года моей деятельности, то, наверное, это и есть терпение. Поэтому я это качество, так сказать, выразил. Ну и, наверное, хотелось бы еще сказать то, что когда-то еще в конце 90-х, то есть моя любимая фраза, невзирая на все катаклизмы, мы все равно обречены на успех. И любимая фраза, она возникла тогда, когда в конце 90-х мы выиграли теннисистами больше 20 матчей не своих, когда соперник заведомо по рейтингу был выше, а мы слабее, и мы выигрывали. Возникла эта фраза, несмотря на все катаклизмы, обречены на успех. Но это так и в жизни. Поэтому должна быть звездочка, куда стремишься. И остальное я уже все рассказал. И не обращать надо, что творится за спиной, идти вперед и наслаждаться жизнью. Спасибо вам. Шамиль Андреевич, огромное спасибо за интересный рассказ.